Кавказ – уникальный регион, находящийся на стыке Европы и Азии. Кавказ расположен между двумя морями – Черным и Каспийским, а главный Кавказский хребет разделяет его на Северный и Южный Кавказ. Эта земля уникальна еще и тем, что на сравнительно небольшой площади в 440 тысяч квадратных километров проживает свыше 60 народов. И эта особенность делает Кавказ одним из самых многонациональных мест земного шара. Кавказ издавна привлекал к себе внимание со стороны различных ученых – историков, биологов, этнографов, антропологов и так далее. И как уже было сказано выше, этот регион населяли различные народы. У многих ученых возникал вопрос, а откуда появилось само слово «Кавказ»? Какой народ дал этому красивому горному краю такое величественное название? Изучив статьи по этой теме, а также прочитав мнения различных авторитетных ученых, я по этому вопросу узнал о 3 наиболее распространенных версиях в научной среде. Кстати, эти же версии описаны и на сайте Википедия. Так что, если у кого-то возникнут какие-то вопросы, можете сами перепроверить, набрав в поисковике слово «Кавказ». И первая версия, которую мы рассмотрим, это балто-германская версия. Данная гипотеза уводит нас в историю германских народов, которые оказали значимое влияние на формирование культурного наследия Кавказа. Готы – это древнегерманский союз племен восточно-германской группы. Со 2 по 8 века нашей эры они играли значительную роль в истории Европы. В первые века нашей эры они начали путь от скандинавского полуострова и постепенно расселились в пределах Северного Причерноморья и реки Дунай, достигнув владений Римской империи. В IV веке среди готов стало распространяться христианство. Историки утверждают, что готы появились на Черноморском побережье Кавказа во времена Боспорского царства. Это с 1 по 3 века нашей эры. Отсюда воинственные готы совершили опустошительные набеги на Скифию, в Малую Азию и Грецию. Все эти события непременно должны были оставить культурный след в здешних местах. В рассматриваемом вопросе появилась версия 2 немецких филологов – Альфонса Неринга и Отто Шрадера, которые предполагали, что название Кавказ относится к сочетанию готского слова «хаус» – «высокий». Кстати, сюда же можно отнести английское слово «higher», которое также переводится как «высокий», и немецкое «hoch» – «высота». А имеет ли связь немецкое «hoch» – «высота» и осетинское слово «hoch», которое переводится как «гора»? Мои осетинские зрители, по всей видимости, сразу обратили внимание на созвучие немецкого «хох» – «высота» и осетинского «хох» – «гора». Безусловно, связь между этими словами самая что ни на есть прямая. И в этом, в принципе, ничего удивительного нет, так как осетинский язык, точно так же, как и немецкий и английский, входит в одну общую индоевропейскую семью языков. Кстати, слово «хох» фигурирует и у грузинского географа XVIII века Вахушти Багратиони. Он часть Кавказского хребта от горы Казбек до Касарской теснины реки Ордон именует как Хохис-Мта или Хохис-Каукаси. Но вернемся к нашей теме. К германской версии в научной среде относят и слово «каукос», которое в одном из готских диалектов переводится как «горный» или «высокий». Также некоторые ученые связывали название Кавказ с литовским «Кауказ» и «Каукара». Первое слово на литовском языке означает «бугор», а второе – «холм», «вершина». Многие в недоумении спросят, а при чем здесь литовский народ, который проживает у берегов Балтики, и Кавказ? Ведь эти два региона находятся на расстоянии друг от друга более 2000 километров.
Честно говоря, для меня самого это является загадкой. Вполне возможно, что ученые объясняют это тем, что часть балтов, коими являются современные литовцы и латыши, по мнению историков, также входили в союз готов, которые, как мы уже сказали ранее, обитали и на Кавказе в том числе. Если обратить внимание на то, как читаются слова, перечисленные выше, то такая версия может показаться одной из наиболее вероятных. Греческая версия. Часть представителей научного сообщества, занимающихся интересующим нас вопросом, считает, что слово «Кавказ» имеет греческое происхождение. На самом деле, древних греков с Кавказом связывало многое, и одной из таких связей является народная культура, в частности, античные легенды. Например, в древнегреческой мифологии говорится о том, как Прометей похитил огонь у бога огня Гефеста и передал его людям. Узнав об этом, бог грома и молнии Зевс приказал Гефесту приковать Прометея к скале Кавказских гор. Предполагают, что это было либо в Колхиде, либо же в горах Скифии. Знаменитый греческий географ Страбон, живший примерно в 1 веке до нашей эры, в своей географии в 11 книге дает важные сведения о том, что именно греки называли Кавказ Кавказом. Также в этой же своей работе он упоминает о мифическом сказании о Прометее и его приковывании к скале Кавказских гор. Ведь только эти горы, находящиеся от Индии на расстоянии свыше 30 тысяч стадий, греки называли Кавказом, и сюда они переносили место действия мифического сказания о Прометее и его оковах. География Страбона, 11 книга. Помимо всего прочего, древних греков с Кавказом связывали также политические и экономические связи. В эпоху Великой греческой колонизации Средиземного и Черного морей, которая происходила с 8 по 6 века до нашей эры, были рассеяны греческие города-государства на восточном берегу Черного моря, такие как Питиунт, современная Пицунда, Республика Абхазия, Гюэнос, современная Ачимчира, также Абхазия, Диоскуриада, современный город Суху. В период римского владычества город Диоскуриада стал называться Севастополем. Диоскуриада – наш портовый город. Абхазия – это Грузия. Древнегреческие поселенцы от Черноморского побережья до берегов Северной Африки упоминаются и у античного философа Платона, жившего в IV веке до нашей эры. Учитывая тот факт, что греки имели на Кавказе значительное влияние, некоторые ученые заострили на этом свое внимание, высказывая предположение о том, что слово «Кавказ» греческого происхождения. Так, британский лингвист Эндриан Рум, изучая этот вопрос, предположил, что древнегреческое слово «кау» – «гора» как-то связано с этимологией слова «Кавказ». Получить информацию о второй части этого слова, то есть «каз», для подтверждения своей версии ему так и не удалось. Осетинский академик, доктор филологических наук Василий Иванович Абаев также выдвигал гипотезу о греческом происхождении данной этимологии. Он считал, что греческое словосочетание «каукасос», точно так же, как и у Эндриана Рума, состоит из древнегреческого «кау» – «гора» и этнонима «ас» – «аланы». Таким образом, по версии Васо Абаева, Кавказ с греческого языка переводится как «Аланские горы». Учитывая, что Алания в античные времена на Кавказе обладала значительной степенью политического влияния, вполне возможно, что и такая версия имеет право на существование. Иранская версия. Скифы – это древний ираноязычный кочевой народ, который обитал на территории от Северного Причерноморья до современного Китая.
Археологические находки и исследования скифского народа помогают понять, что их культура имела тесную связь с Кавказом и оказала серьезное влияние на формирование языка и культуры некоторых кавказских народов. Исходя из этого, мы можем также предположить, что этот древний кочевой народ может иметь прямое отношение к интересующему нас вопросу. В работах римского писателя Гая Юлия Солина встречается слово «кроукасис». После ознакомления с его трудами немецкий историк и востоковед Йосеф Марквард попытался объяснить этимологию этого слова, считая, что оно происходит от скифского словосочетания «хрохукаси», которое со скифского языка переводится как «блистающий льдом». Это словосочетание состоит из двух древнеиранских слов «хроху» – лед и «каси» – блистающий. Здесь хотелось бы отметить, что скифское слово «хроху» – лед практически во всех иранских языках звучит примерно одинаково, как, например, «айха» на собственно иранском, памирское «ех», курдское «ех», сагдийское «ех», авестийское «айха» и осетинское «их», также означающее «лед». Советский и российский лингвист, исследователь этимологии славянских языков Олег Николаевич Трубачев поставил под сомнение теорию Маркварта. Но он также не исключал иранское происхождение данной этимологии. По его мнению, иранское «кроукасис» больше похоже на результат искаженного скифского названия «ауруса», что в переводе означает «белый». Некоторые специалисты утверждают, что и этимология названия горы Эльбрус также относится к иранской версии. Одним из идейных сторонников этой гипотезы был немецкий филолог-славист Макс Фасмер. Он утверждал, что название горы Эльбрус идет от иранского Эльбурс, где Эль на иранском означает гора, а Бурс – высокий, то есть высокая гора. Здесь хотелось бы отметить, что слово «высокий» – «бурс» практически одинаково звучит не только на других иранских языках, но и некоторых индоевропейских, как, например, авестийское «баразант», древнеиндийское «брхант», курдское «барс», парфянское «бурс», осетинское «барзонт», армянское «бардзр» и немецкое «берг» – «гора». Иранские и в целом восточные летописцы Эльбурзом называли весь главный Кавказский хребет. Видимо, уже позднее это наименование сохранилось исключительно за данной горой. Есть еще и другие, более расхожие мнения по поводу данного вопроса. Многие из них довольно логичны, хотя и бездоказательны. Здесь же мы рассмотрели три наиболее распространенные версии, которые также подвержены критике многими учеными, но которые являются одними из основных. Вполне возможно, когда-нибудь мы узнаем больше подробностей, касающихся этой темы. Однако на сегодняшний день в среде историков и филологов существует расхожее мнение по данному вопросу. Но, на мой взгляд, это всего лишь вопрос времени, и, скорее всего, в недалеком будущем мы сможем узнать единственно верную версию происхождения слова «Кавказ». Всем спасибо за просмотр, а с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео.